Всем привет! Значит, ребята, вкратце расскажу. Значит, произошла та же самая картина с задним электростеклоподъемником. Виной всему вот эта шляпа. Вот это вот. Значит, объясняю почему. Все, кто машины покупает, сразу разбирайте двери, потому что АвтоВАЗ непобедим. Вот этой прорезью вот эта тряпочка надевается на ползунок, а вот этими концами, вот, видите, вот этот клей, на который они клеят стекла на автомобиль. В жару, в холод оно добросовестно отклеивается и отваливается. Вот, соответственно, опять произошло замятие в ролик. Вот сюда. Вот верхний ролик. И усилие до того было большое, что вот обломалась направляющая, которая производит натяг этого троса. Вот, вкратце устройство. Может, кто еще не разбирал моторедуктор. Вот его устройство. Значит, это внутренняя часть механизма. Здесь вот есть такой сухарик. Вот. Это гаечки, к которым она винтики прикручиваются. Эти опоры, как на ресивере. То же самое. Вот. И здесь в гнездах, видно вам, не видно, стоят втулочки еще пластмассовые, чтобы гаечка дальше не проваливалась. Вот. Круглая. Вот, поэтому она так ставится. Значит, сам штифт, который приводится в движение, шестерня с демпферами резиновыми. Вот. И шайба пружинная. Она сюда подкладывается. Вот, под низ. Я сейчас это дело все вымыл, потому что буду новую направляющую заказывать. Пока все соберу на сухое, потому что мне этот литол, честно говоря, надоел. Вот. И с этой стороны, ну, крышечка откручивается вот это 4 вот этими шурупчиками. И там, значит, вот такая штучка, колесико с тросиком. Оно наматывается на тросик, вводится в натяжение вот этой пружинкой, одной и второй. Да, видно, не видно. Вот. И поэтому трос натянутый. Я когда разбирал, трос у меня уже не был натянутый. Неудивительно, почему моторедуктор вообще не проворачивался. Сам он по себе рабочий. Эта тварь будет ходить еще долго. Надо только вот механизм обслужить хорошей смазкой. И все будет замечательно. А пока вот такие расклады. Так что, ребята, покупайте новую машину или берете бэушный с электростеклоподъемником, сразу лезьте в дверь, убирайте вот эту шляпу. Она там, ну, как бы она нужна, но по принципу того, что она только мешает, значит, она не нужна. Убирайте сразу или приклеивайте на что-нибудь другое, более надежное. В общем, вот такой расклад дел. Всем пока.